Два представителя политической элиты Казахстана, дочь и внук бывшего президента этой страны Нурсултана Назарбаева, выиграли в Лондоне суд по делу о необоснованном богатстве. Высокий суд назвал ошибочным утверждением Национального криминального агентства Великобритании, что лондонская недвижимость Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева была куплена на средства, полученные нечестным путем. В иске речь шла о 3 домах общей стоимостью более 80 миллионов фунтов стерлингов. Назарбаева и ее сын после оглашения вердикта заявили, что чувствуют себя реабилитированными. В то же время Национальное криминальное агентство, по запросу которого недвижимость ответчиков была арестована в мае прошлого года, собирается обжаловать решение суда. Агентство заподозрило, что все 3 дома были куплены на средства ныне покойного Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой. Некогда Рахат Алиев назвал сам себя крестным отцом. На родине он был обвинен в различных преступлениях и был вынужден покинуть Казахстан, поселившись в Австрии. Вена отказалась от его экстрадиции, но он был арестован. Позднее Алиева, уже когда шел суд, нашли повешенным в камере. Речь в деле шла об особняке с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц Лондона, Бишопс-авеню, доме в престижном районе Хайгейт и огромной квартире в Челси. Дарига Назарбаева возглавляет сейчас Верхнюю палату парламента Казахстана. Ее сын Нурали Алиев называет себя бизнесменом и инвестором. Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана на протяжении 30 лет, неожиданно ушел в отставку год назад. При этом он продолжает играть ключевую роль в политической жизни страны как лидер правящей партии Нур Отан и пожизненный председатель Совета Безопасности. За последнее время неоднократно сообщалось о жестких разгонах акций сторонников оппозиции, выступающих за демократические преобразования в Казахстане.